Здравствуйте, дорогие земляки, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я сегодня хотела бы обратиться к вам с просьбой и сообщить вам важную информацию насчет COVID-19 в нашей стране. Нам стало известно, что недавно состоялся разговор между председателем ВОЗ Гейбрейсусом Хансом Клюге и Бердымухамедовым. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте, уже известный нам Ханс Клюге, который и раньше проявлял сочувствие к нашей нации в связи с реальным положением вещей в стране из-за COVID-19. В ходе разговора, как мы поняли, было принято решение о проведении повторного тестирования в Туркменистане из-за осложнившейся ситуации. Но почему-то именно связано с пневмонией, а не коронавирусом. Мы предполагаем, что это также может быть очередным спектаклем ВОЗ, как и в прошлый раз. Но в последнее время появилось много информации с обвинениями в адрес этой организации, как во взятках, так и в потасовке реальных фактов с COVID-19 по миру и в нашей стране в частности. Мы также предполагаем, что и наше выступление перед миссией ВОЗ в Вашингтоне не осталось незамеченным в том числе. И я тут, дорогие друзья, хотела бы сообщить, что когда мы готовили протесты в Вашингтоне, с помощью одной нашей молодой активистки, энергичной молодой активистки Зары, поступило предложение выступить перед зданием ВОЗ в Вашингтоне именно с требованием обратиться к ним, чтобы они пошли заново, приехали в Туркменистан и перепроверили всех, тестировали всех. И тогда мы выступили на английском языке, говоря вот такие лозунги, как «Go back, look again». Это значит «идите обратно и проверьте еще раз». Вот с такими лозунгами мы где-то 30-40 минут выступали. И я думаю, вот здесь нужно говорить, нужно выразить свою вот благодарность этой девушке. Нам, вот мне хочется призывать молодых, энергичных девушек и парней не стоять на стороне, присоединиться к нам и бороться за нашу свободу. Я дальше продолжу. И именно поэтому ВОЗ решил таким образом попытаться реабилитироваться в глазах мировой общественности. Как бы там ни было, но факт остается фактом. ВОЗ готовит еще одну миссию в нашу страну, и Бердымухамедов вроде тоже дал на это свое согласие. Я сейчас вам покажу скриншот этого сообщения и страницу самого Ханса Клюге. Но я понимаю, что, дорогие друзья, дорогие соотечественники, я понимаю, что вы так же, как и я, остались, наверное, недовольными, разочаровались, конечно, в искренности и порядочности членов этой организации. Но для нас, для всех, это еще один шанс, чтобы попытаться достучаться до них. И я поэтому призываю всех, пожалуйста, не оставайтесь на стороне, обязательно напишите письма. Но в Твиттере есть лимит, вы не можете длинные тексты отправить, только короткие можно. И хочу сказать, пусть каждый из вас откроет аккаунт, твиттер-аккаунт, и пусть напишут, это не страшно, вы можете фейковое имя себе придумать, и пусть каждый из вас напишет от своего имени, вот именно в аккаунт этого Ханса Клюге, и
вот этого Тедроса Гейбрейсис. И на любом языке можете, например, на русском можете, если они захотят, они могут перевести. А я английский текст напишу, вот внизу выложу. И вам будет легче просто скопировать и отправить. Дальше хочу призывать всех, давайте в этот раз хором, всем массово отправим письма хоть каждый день, хоть несколько раз в день. Этого нет лимита этому. Но на этот раз они не оставят нас, как бы, они не смогут игнорировать столько писем в таком большом количестве. Они, конечно, побоятся такой толпы. И хочу сказать, что наша сила это в единстве. Мы должны сплотиться. Вот именно наша сила в единстве, а не в лидерстве. Вы это запомните. И, конечно, давайте объединимся, сплотимся и будем писать все хором. Каждый из вас, пусть по одному хотя бы разу, пусть напишут. И мы этим можем доказать, что мы единая нация, и что мы именно будем требовать, не просить, а требовать наши права. Еще мы должны доказывать, что мы нация, такая нация, и мы можем и будем требовать у мира свое право на жизнь. Именно требовать, а не выпрашивать. И но вам это ничем не грозит, конечно, не навредит. Зато у нас есть шанс, что мы можем спасти наших близких и родных, те, которые остались на родине. Я знаю, что у вас у всех есть телефоны. Чем вот сидеть в Инстаграме певцам, артистам лайки посылать или сообщения, лучше вот займемся именно полезным делом. Поэтому, дорогие туркменистанцы, дорогие земляки, я вас всех призываю не оставаться на стороне. Я вам все приготовлю, лишь бы вы копировали и отправляли письма. Спасибо тогда, спасибо за внимание, и надеюсь, что все вы хором будете подключаться, и никто из вас не останется на стороне. И еще раз говорю, мы можем спасти наш народ, хоть чем-то мы сможем помочь. Давайте хором закидаем их письмами. Спасибо большое за внимание.